Это называется «Теперь ты видишь небо». Кстати, у меня теперь есть новые очки, тоже я теперь могу видеть. Сейчас покажу, подожди. Вот у меня новые очки. И теперь я могу рисовать вот так вот. Мой друг говорит, что очень сексуально, когда в этих очках. В общем, я теперь могу видеть и вот всякие мелочи читать лучше. Но вот когда мы надеваем очки, конечно, мы видим небо. Да? Я рисую уже больше 40 лет. Да. И очень люблю графику, вот в этом направлении работаю, и живопись, и, конечно, общение с друзьями очень помогает мне развиваться и становиться художником, как мы сейчас говорим. Мы как проводники, и мне нравится показывать то, что происходит на самом деле в таком более глубоком уровне, то есть то, что мы не видим. Ну вот я могу описать свое искусство как передача информации из пространства. Люблю делать что-то радостное, а иногда мне нравится такое что-то мистическое. Сейчас вообще, мне кажется, можно все описать, все искусство на самом деле. Как мой друг Мартин, музыкант, говорит, джазовый, он просто говорит, я не хочу это называть джаз или рок-н-ролл, там, или хэви-метал, или как-то еще, это просто все музыка. И также, я думаю, вот это просто все искусство, и как оно там называется... Я могу сказать, что у меня, скорее всего, искусство заставляет иногда и подумать, и иногда рассказывает. Так и так. Потому что если я делаю или такие иллюстративные рисунки, как вот недавно делала календарь для нашего города, то я думаю, там все равно все как-то сразу понятно, и вопросов никаких нет. Люди сразу узнают места или персонажей каких-то, и там много юмора. Но есть, конечно, работы, вот, например, как вот в этой, может быть, здесь надо, ну, я вот покажу, примерно, да, или вот это. Здесь надо, конечно, немножко как бы подумать, представить, что это может быть, да. То здесь уже другой такой мир начинается. Вот, они отличаются. Когда я делала этот календарь, я шла по улице и вдруг увидела в трамвае, сидит моя одноклассница. Оказывается, она работает водителем трамвая. И я спросила у нее, что самое сложное вот в этой работе. И она сказала, затормозить трамвай зимой. Они скользят. И вот это слово, которое она сказала, они скользят, я пришла и нарисовала, как трамвай скользит на коньках. Представляешь? То есть мы едем, мы не знаем, а они, оказывается, скользят. И их очень трудно остановить. Вот. И все. Happy end. Но я не делаю такие работы, где совсем надо бежать уже за энциклопедией в библиотеку и искать ответы, что бы это значило. Да? То есть я делаю такое, чтобы это было более чувственно. То есть передавать тоже чувства, эмоции. Вот. Но не сильно уходить в абстракцию. Вот мне это не близко. Ну, я люблю, конечно, тут есть такая у меня работа, где хотелось что-то эмоциональное такое передать. Ну, в основном я все равно люблю делать, чтобы были какие-то персонажи, была какая-то история. Что заложено, то и оно и идет, и то я и делаю. Все вот, наверное, так. Ну, если пропадает мотивация, если ты уже чувствуешь, что шкрябаешь по пустой тарелке, да, что уже как будто бы все, пища уже закончилась, тогда переключись тогда на что-то другое. В одной коробочке у меня есть акварель, я могу заниматься акварелью. И бывает так увлечена, что мне только, кажется, хочется, я сейчас буду вот только делать иллюстрации, я хочу вот только все акварелью. Потом переключаешься тогда на графику. Или тогда делаешь уже на больших холстах. Мне кажется, ты должен все время что-то тоже сам придумывать. То есть если... Ну нет, такого не было, что вообще вот не было бы мотивации. Мне наоборот хочется узнать, успею ли я вообще все осуществить, сколько ты вообще вот наполнен. И чтобы были возможности, конечно, чтобы, ну, конечно, и работы были востребованы, потому что если их не будут тоже приобретать, это тоже не будет себя так мотивировать. Конечно, хорошо, когда это все идет как бы... Когда есть такой круговорот. Когда ты можешь и уехать, заработав какие-то деньги, и получить какие-то впечатления, и снова приехать, и тогда ты снова начинаешь что-то такое творить. Вот. И если, вот как ты говоришь, мотивация пропадает, ну тогда снова постарайся найти ту дорогу вот к этому морю. Ну будешь сидеть, ну а как она придет, эта мотивация? Ничего не будет. Ну сядешь, и, конечно, тогда
будет, конечно, очень печально, так скажу. Не надо себя сравнивать тоже с другими, потому что если ты будешь думать, что ты не успеваешь, или ты не настолько производительный, да, тогда у тебя тоже может потеряться мотивация. Ты скажешь, вот у этого художника 20 выставок в году, а я только одну, может быть, сделал, да, зачем я этим занимаюсь? То есть тоже вот все перестать этим заниматься. У каждого тоже свой путь, свой ритм, да, своя энергия. Один может быть в какой-то период, может быть, более медлительный, но он больше, как бы в нем начинается больше глубины, он более глубоко переживает. Кто-то, кто бежит, он, может быть, все это на поверхности быстро делает, но у него нет этой глубины тогда. То есть каждому нужно время. А иногда мы накопим столько внутри всего, что потом тебе просто, пожалуйста, будешь выдавать, как это, из тебя будет как из рога изобилия. Все. Но ты уже прожил какой-то период, много всего пережил, и могут быть, и, конечно, и трудные времена, и, может быть, разное, но все равно эта глубина, она появляется, а потом тебе нужно только просто вот, чтобы было время, и ты можешь тогда спокойно это все наружу как бы выпускать. Давайте расскажу просто пример, наверное. Ты говоришь, откуда, как ты это берешь. Я вот думаю, это все зависит от того, на какой поляне пасется корова. Вот если много сочной зеленой травы, то есть она также будет производить вкусное, хорошее молоко. Если не будет такой пищи хорошей, то не будет и такого вкусного молока. Но вот и художник, он также, он ходит, где-то что-то смотрит, наверное, что-то чувствует, переживает или общается также. Это такая же трава, как и для коровы. Где ты что-то услышал, посмотрел, послушал такую-то музыку, то ты будешь и выдавать. Ну да, у меня было много лет очень такое хорошее сотрудничество с датской галеристкой из Лайры, Дорте Филипсен. Но, к сожалению, она несколько лет назад уже умерла. Вот. Но это сотрудничество, конечно, мне придало очень много свободы. Ну, мои горизонты, конечно, расширились. Я всем советую, конечно, художникам путешествовать и встречать новых людей, потому что это тоже на нас очень влияет. И, конечно, датская свобода, и я бы сказала, да, больше вот первое слово – это свобода, она тебе тоже позволяет также выразить себя полностью. Тебе просто разрешают делать как тебе нравится, то есть нет каких-то таких рамок. Обычно нас бывает тоже смотрят, как этот рисует художник, как этот, может быть, я буду тоже немножко быть похожим на вот этого вот автора, и тогда, возможно, меня заметят, что я умею вот как-то, или боятся тоже, может быть, выйти за какие-то пределы. А датчане, они очень смелые. То есть у них нет такого, они не будут обдумывать 10 минут, стоит ли вот что-то начинать. Ты вот говоришь мне, вот я хочу вот так-то сделать. Давай вперед. Вот я делала одну роспись в стоматологической клинике в Роскиле, тоже там в Дании. Я только начала, только стенку покрасила, и какой-то силуэт там получился. Они уже бегали с этим эскизом и показывали всем дантистам, как у них будет. Я говорю, подождите. Я говорю, я только начала. А они говорят, все уже хорошо. Они лечили человека, и тут же я вот рядом сидела и рисовала на стене. То есть не было такого, что мне давали время только когда все уходят. То есть они настолько открыты, они еще клиентам показывали, подводили, говорю, вот смотрите, как у нас будет выглядеть наша клиника. Вот. И после, когда я эту работу закончила, они собрали консилиум, так скажем, всех врачей, говорят, вы нам потом еще расскажите. И 15 минут был перерыв, и я пошла вот, и рассказывала про каждый рисунок, почему вот так. Они не мешали мне, они просто доверяли. Вот каждый на своей кухне как бы повар, да, или вот они профессионалы в своем деле, они знали, что я сделаю, и никто мне не давал советов, что может быть очень странный там рисунок или как-то еще. И вот от этой открытости у меня тоже так же начинает, как будто все двери открываются, и ты такой, вау, сейчас я сделаю. То есть не было никаких зажимов. Вот эта вот Дания мне, наверное, дала такую уверенность, что ты смело делай. Просто нам нужен такой как бы аквариум, или даже не аквариум, кому-то нужен аквариум, а кому-то нужно озеро, или море даже, да. Вот. Или ты рыбка такая вот экзотическая, да, ну тогда тебе надо плавать среди своих рыбок.
Ну, может быть, кто-то там окунь, карась, но ты другая, ты там просто не приживешься, если ты будешь такой золотой рыбкой или, не знаю, какой-то там, какие еще там названия этих рыбок. Понятно, что у каждого должна быть искусство, должна быть какая-то среда и обратная связь тоже, чтобы тебя читали, как книгу взяли и сказали: о, я понимаю этот язык, я сейчас просто вот беру, и мне все ясно. Vairāk man patīk dekoratīva pieeja mākslai ar kādu pareizību, ar kādu geometriju. Man tā liekas, ka kaut kur iekšēji pārņemu pasaules uztvere no mana pirmā pasniedzēja Leonida Baulina. Abstrakcija, laikam man patīk, bet tas laikam nav tāds mans virziens. Es sevi mēģināju atrast visādos virzienos. Izmēģināju gan abstrakciju, gan esmu arī pa daļai tēlniece. Bija tāds sapnis kļūt par tēlniece. Gadu ar pusi es pamācījos un iesaku ar akmeņi strādāt. Tas bija vispriecīgs laiks mana dzīve. Bet veselības dēļ es pārceļos uz glezniecību pēc tam. Pabeidzu Saules skolā vēl vienu nodaļu tekstilmākslu. Sadēju art džemperus tādus, modernizēju, kā džemperis, kā glezna. Es esmu tāds cilvēks, radošs cilvēks, kam patīk rādīt un kam patīk dzīvot dabas vidē. Piemēram, es nevaru dzīvot liela pilsētā. Man vajag kādu klusumu. Priekš manis mākslā tas ir arī disciplīna. Varbūt tāpēc mana māksla tieši saistīta arī ar kādu pareizību, ar kādam geometriskam formām, tāpēc ka priekš manis tas ir arī disciplīna. Tāpēc ka vajag un strādāt un ģimenē viss svarīgs dzīve. Laikam katram māksliniekam ir tāds process. Bet mums tā mācīja akadēmijā un tā mācīja Saules skolā, ka vajag uztaisīt kādu skices paciņu. Tādā veidā izpētīt tēmatu un tad izvēlēties kaut ko vislabāko. Priekš tām vai uztaisīt pēc tam, piemēram, diptihu vai triptihu vai kādu sēriju. Bez mākslas es nevaru dzīvot. Man depresija sakas, ja es ilgi, piemēram, nevaru pastrādāt kā mākslinieks, kaut kādu radošumu uztaisīt. Mēs esam altruisti. Mums gribas, lai būtu skaistums visur, mēs taisam izstādes. Mēs tieši gribam, lai būtu prieks cilvēkiem un skaistums. Tas ir mūsu misija, laikam, tāda. Tad, kad es vēl gāju vidusskolā, Ausma Skirmante vadīja keramikas pulciņu, un es gāju pie viņas veidot. Sākam ar tiem pašiem pīlītiem silpavniekiem. 11. klases 2. pusgads tuvojās, bija jāizšķirās, kur tā es došos tālāk. Un tad bija, viena opcija bija, ka es kļūstu par zinātnieci. To man vecāki pārāk neatbalstīja. Un es domāju, kas gan vēlas varētu būt. Labi, tad es būšu mākslinieci. Manā ģimenē mākslinieku nebija viss, bet mana vecmāmiņa bija ļoti tāda, var teikt,
Viņai bija izjūta, mākslas izjūta, viņai bija arī kaut kāds onkulis, kurš bija sarakstījis glezniecības grāmatas tajā laikā. Jā, bija, man liekas, ir vēl 3 izdevumi Krievijas drukā. Kad man kāds vaicāja, kur tu strādā, es teicu, man ir 2 darbi. Tautas māksla un laikmetīgā māksla. Jo tās patiešām ir 2 dažādas novirzes. Un tautas mākslā, tad tur vairāk pēsīju silpauniekus, mūzikas instrumentus, svečturus man patika veidot. Un principā ar to pašu veidošanu es aizrāvos arī, ka tas laikmetīgo mākslu taisīju. Vienkārši tur tās formas ir citas, glazūras citas, pieeja savādāk, doma cita. Manu darbu motīvi, tie laikam bija tie nerealizētais sapnis par to, ka es tagad būšu dabas zinātniece, ka es būšu etologi, ka es biologi, zoologi faktiski, ja. Un tur ir tie dzīvnieku motīvi, savukārt arī tautas mākslā man bija sērija ar Latgales baznīcām. Un tas bija tā, ka mēs ar ģimeni apceļojam senās Latgales baznīcas, tas ar tādiem pakalniem bieži vien, tornīšiem. Izveidoju savu pirmo personālu izstādi ar svečturiem, ar šiem pakalniem, ar svečturiem, uz kuriem bija dažādas medību ainas, dažādi dzīvnieki, putni. Ja man vaicā par manu stilu, tad es varu pateikt to, ka es varbūt nesaukšu to par stilu, bet drīzāk par vadmotīvu, un tas ir prieks un rotaļīgums, kurš vienlīdz labi iederās gan laikmetīgo mākslu veidojot, gan tradicionālu. Priekšmeta lietojamība man ir svarīga tad, kad es taisu mūzikas instrumentus. Viņiem reāli ir jāskan labi. Bet visos citos gadījumos man patīk tas vizuālais vēstījums, emocionālais. Jā, tas ir tas prieks un rotaļīgums, ko es vēlos nodot tālāk, iepriecināt skatītājus. Vērošana. Mans aicinājums ir vērošana. Daba, būt ar dabu. Latgales tradīcijas, keramikas tradīcijas. Te tāda plaša tēma. Man liekas, ka Latgales keramika, tur var atrast pilnīgi visu. Gan rūdīto, gan melno, gan ar svina glazūrām dedzināto. No Latgales nākuši ir Pēteris Mārtinsons, Undurs. Tie ir, pasaules mēroga zvaigznes. Tur, kur mums tagad patās ir Una Gura un Lilija Zēļa un visi. Tāpēc man jau toreiz likās, kad ir jārunā nevis par Latgales keramiku, bet par keramiku Latgalē. Un par tām tradīcijām, jā, mums kad tie Latgales māli un visi mūsu vecmeistari, kuri jau, man liekas, starpkaru laikos Parīzē plūca zelta un sudraba medaļas. Un tad interesanti par to, ka vai Latvijā vispār tā amatniecība ir attīstīta, keramikas kā tāda. Jo mums ir tā paskatās apkārt, tad amatnieku nav. Ir mākslinieki. Nav amatnieku. Un, kad mēs braucām uz Skopinu, uz podniecības festivāliem, tad varēja redzēt, ka tur meistari tiešām amatnieki, viņi seko pagātnes tradīcijām, viņi vairāk izmanto vēsturiskās formas un krāsas, ko nevar teikt par Latvijas māksliniekiem. Bet tradīcijas, man liekas, ir kaut kas tāds, ka tā ir drīzāk leģenda, kur ir jāsaglabā. Manās māla skulptūrās
Emocijas un atmiņas var gan ielikt, ja tā man jautā. Tad ļoti daudzi darbi ir radušies pēc tam, kad es atbraucu no kādiem ceļojumiem. Piemēram, pēc Ēģiptes brauciena man radās sērija Kets Mammis Kuturie, kur bija kaķu mūmijas, kas ir dievietes Bastetes simbols, un kas ir dieviete Bastete. Tā ir priekalnīgsmības dieviete. Un tas ir tas, kas arī, tas mans vadmotīvs, kas mani vada. Un vai arī pēc Grieķijas, tad man bija Tesālijas meža darbs izveidots. Un arī tās pašas Latgales baznīcas, tās bija pēc ceļojuma iespaidā. Vietišķā vai tēlotāja māksla digitālajā laikmetā. Mākslas nozīmi digitālās tehnoloģijas, es domāju, nemazinās. Kaut gan māksla kā tāda, principā, savu nozīmi, manuprāt, zaudē gan. Vairs nav tā, ka katrā ēkā ir jābūt mākslē. Vairs nav tā, ka pilsētās veido daudz jaunu skulptūru uzstāda. Nav tā, ka māksliniekiem tur būtu pasūtījumi vai tur labs atalgojums. Tas nav. Bet tas nav saistīts ar digitālā mākslas parādīšanos. Kaut gan otras puses es biju tagad Rotko mākslas muzejā, kur ir bienāles darbi, vairāki darbi bija veidoti digitālajās tehnoloģijās, kad tos darbus printē automāts, nevis cilvēks. Bet tajā pašā laikā ideja nenāk no mākslīgā intelekta. Tā nāk no mākslinieka fantāzijas, no viņa ieceres. Keramikas loma mūsdienu sabiedrībā, man liekas, gaužām maza. Kā saka, smējās paši keramiķi, karš sen nav bijis, trauku visiem pa pilnam, veikalos nopirkt var ļoti skaistus traukus, ko viņus vēl vairāk taisīt. Kā lai saka, māls parastam cilvēkam pa dārgu, bagātam pa parastu, bet ar visu to mākslinieki paliek mākslinieki. Tie ir mani kolēģi, mani biedri, mani cunftes, amata brāļi. Un tad es domāju, tā viņi te dzīvo, tad pārāk viņam neviens uzmanību nepievērš. Tad es uztaisīju to sēriju ar manu kolēģu portretiem mālā. Un tur bija dažādu tautu un laikmetu varoņu tēlos, piemēram, Jeļena Volkova, kā Mongoļu imperatrise, Mairita Folkman, tā kā viduslaiku mūķene, Maija Bērziņa, atkal jogan stilā ar tēšu aci. Tā vienkārši, man liekas, tas ir tas veids, kā es varu pievērst uzmanību saviem kolēģiem, māksliniekiem, ja ne sev pašai.